Кеш Шаргануар, біздің де айтарымыз бар. Программа «Новое время» продолжает эфир канала «Жибек Жолы». В ближайшие полчаса расскажем о самых интересных новостях этого дня. Студия Айгуль Мукей, сурдопереводчик Бахдаулет Кушбанов. Экология Аральского региона в центре внимания. Сегодня в Астане прошло совещание Международного фонда по спасению Арала. В этом году наша страна председательствует в этой организации. В нее входит 5 стран Центральной Азии, от которых и зависит будущее обмелевшего моря. Какие меры уже предприняты и что предстоит сделать, расскажет Ахдана Сабр. Во второй половине 90-х годов объем воды в Аральском море снизился до критических отметок. А потом от одного из крупнейших в мире закрытых водоемов площадью почти 70 тысяч квадратных метров осталось лишь 10% воды. Оставшийся на дне соль и песок превратили некогда процветающий край в огромную пустыню, в которой теперь высаживают саксаул. Это помогает сдерживать песчано-солевые бури, однако воды не хватает даже для этого неприхотливого растения. Эксперты уверены, попытки восполнить объем воды дадут результат только если действовать сообща. Я сам родом оттуда, поэтому я глубоко убежден, что северную часть Аральского моря можно спасти. Раз хоть северную часть спасем, какие-то экологические проблемы всего Арала можно решить. Имейте в виду, Арал, экологический баланс без водообеспечения нельзя спасти. Понятное дело, что там сейчас саксаул выращивают, все это хорошо. Но у нас есть в Казахстане возможность спасти северную часть Аральского для Казахстана. Но для этого нам надо не то что помощь, согласовать действия с соседними государствами. В Международном фонде по спасению Арала работу в этом направлении ведут не первый год. Казахстан принял председательство в нем с января этого года, а уже сегодня его участники Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Узбекистан подписали новый план работы на ближайшие годы. Решили посмотреть на проблему, так сказать, под новым углом. Предстоит организационное переформатирование структуры фонда. Процесс это непростой. Дело в том, что сам фонд, он был создан 31 год назад. Все документы, правила, которые регулируют деятельность, они были приняты в то время. Естественно, за это время ситуация поменялась, реалии стали другими, и нам нужно привести фонд, его структуру, его органы в соответствии с нынешними реалиями. 5 стран-участниц фонда порой не сходятся во мнениях, но продолжают искать компромиссные решения, потому что их связывает Арал, и он хочет жить. В последние годы в нем отмечается рост уровня воды, и это результат совместной работы сразу нескольких стран и международных организаций. Ведь один из проектов – это переброс воды в Арал из рек Амударьи и Сырдарьи. Таким образом, за 2 года удалось повысить уровень воды с 18 до 22 миллиардов кубометров. Однако о мощных результатах говорить пока рано. Напомню, в 50-х годах объем моря составлял более 1000 кубических километров воды. Очень большую, скажем так, роль на сегодняшний день в спасении Арала играет Всемирный банк развития. Вы знаете, первый этап был реализован с участием Всемирного банка. И на сегодняшний день они нам предоставили грант в размере $1,5 миллиона на подготовку документа реализации второго этапа. Мы в этом году завершаем подготовку документов. Объединение международных усилий в решении этого вопроса еще и вызвано тем, что спасение Арала – это вопрос климатической безопасности в Центральной Азии. Ахдана Сабр, Нурали Кудайбергенов, Жибек Жолы. Почти 2,5 миллиона тонн зерна поставил Казахстан за рубеж. Такие цифры сегодня озвучили в оперативном штабе по осенним полевым работам. За 7 месяцев отмечен рост экспорта именно в центральноазиатские страны. Больше всего поставлено в Узбекистан почти 2 миллиона тонн, в Китай свыше миллиона. Всего по стране убрано почти 7,5 тысяч гектаров площадей. Это 44% от запланированного. В настоящее время в 6 регионов – это Восток, Север и Центр страны – ведутся поставки удешевленного топлива для зерносушилок. Из-за обильных дождей там требуется дополнительная просушка собранного материала. Казахстанские товаропроизводители получат доступ к закупкам недропользователей. Это предусматривает законопроект по вопросам биржевой торговли.
Сегодня Мажилис одобрил его в первом чтении. Согласно документу, товарные биржи будут обязаны раскрывать коммерческую тайну об участниках и сделках после подведения итогов, что сделает процесс прозрачным. Вместе с тем ведут понятие «социально значимые биржевые товары». По мнению депутата Екатерины Смышляевой, это позволит избежать спекуляции на рынке. Сейчас у нас в категории биржевых товаров находится 18 позиций, из них значит, не все будут, конечно, отнесены к социальным. То есть социальные товары – это те товары, которые так или иначе влияют на продовольственную и энергетическую безопасность нашей страны. Но это понятно. Нефтепродукты, то есть это то, что потребность каждого, да, из нас. И, конечно, речь идет о сельскохозяйственной продукции, ну, в частности, там, допустим, зерно. Есть энергоносители, то есть это, например, уголь. После принятия проекта закона им будет установлен статус социально значимых товаров. И мы надеемся, что это повлияет на изменение цены в меньшую сторону в каких-то случаях и плюс исключит спекуляции на рынке. Не обошли в Мажилисе стороной вопрос дефицита сжиженного газа. По словам Алибека Жамалова, вице-министра энергетики, недостачу ресурсов в Казахстане планируют закрыть к 2030 году. Решить этот вопрос намерены с запуском производства на месторождениях Кашаган и Карачаганак. Суммарно они, как ожидается, будут добывать 1,5 миллиона тонн сжиженного газа в год. Ранее сообщалось, что в стране дефицит этого топлива составляет 35 тысяч тонн ежемесячно. Кроме того, Минэнерго планирует вручную уравнять цены на сжиженный газ и бензин. Сейчас в ручном режиме, можно так сказать, контролируем оборот сжиженного нефтяного газа. Пока резкого такого дефицита мы не наблюдаем. Я думаю, мы еще в таком же режиме год, если продержимся, вот уже у нас уже с 2026 года появятся большие объемы с месторождения Кашаган. Мы поэтапно планируем повышение цен. В этом году мы поднимали на 5-8 тенге. На следующий год также планируем порядка до 10 тенге поднимать цену на газ. А отопительный сезон в этом году должен пройти стабильно. Об этом сегодня на брифинге заявил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов. По его словам, за 2 года на ТЭЦ страны провели ремонты. В частности, это позволило значительно снизить износ ТЭЦ в Экибастузе, где 2 года назад случилась авария, и предприятие перешло, кстати, в коммунальную собственность. Это позволило выделить средства на капитальный ремонт. В целом же, в соответствии с графиком, на электрических станциях Казахстана в этом году запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин. Также сейчас идет разработка ПСД 3 ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске, которые должна построить Россия. У нас достаточно большая уверенность, что в этом году, так же как и в прошлом году, отопительный сезон пройдет стабильно. Как вы знаете, те случаи, о которых мы говорим, они произошли в 2022-2023 году, отопительный период. Поэтому в Экибастузе сейчас износ, насколько я знаю, меньше 60%. Поэтому из 10 котлов у нас капитальный ремонт в прошлом году прошли 8, в этом году мы еще один его делаем, котел 15. Члены Народного штаба за строительство АЭС продолжают встречи с трудовыми коллективами в регионах. Жители Карагандинской области они призвали внимательно изучать вопросы атомной энергетики, сориентироваться на мнение экспертов, а не на страхи и предвзятые суждения. Все страны, развивающиеся, развитые, ставят энергетику на первое место, потому что без энергетики невозможно ни развитие, ни промышленности, ни медицины, ни социальных направлений. У нас ежегодно дефицит по электроэнергии растет на 3% по сравнению с общим потреблением. Атомная энергетика в мире вырабатывается на данный момент порядка 370 гигаватт электроэнергии. К 1935 году эта цифра увеличится в 2 раза. Но неужели это упадок атомной энергетики? Да это самый пик его развития.
Итак, современные атомные станции в несколько раз экологичнее действующих угольных ТЭЦ. Об этом сегодня в интервью нашему каналу говорил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. Он уверен, что строительство АЭС не только улучшит экологию Казахстана, но и поможет достичь углеродной нейтральности до 2060 года. И об этом заявила наша страна. О чем еще говорил главный эколог страны, смотрим в нашей традиционной рубрике «Интервью». Ерлан Нуралиевич, здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти в нашу студию и ответить на наши вопросы. Разговор пойдет о предполагаемом строительстве АЭС. Некоторые казахстанцы до сих пор уверены, что АЭС представляет серьезную экологическую угрозу для страны. Давайте раз и навсегда поставим в этом вопросе точку. Так ли это на самом деле? Ну, я могу сказать, что сегодня в мире используются очень современные и высокотехнологичные реакторы при строительстве атомных электростанций, поэтому мы, Министерство экологии, полностью поддерживаем строительство атомных электростанций. Сегодня действующие или, скажем, существующие технологии, последние, современные, они предполагают выход очень в меньших объемах радиоактивных отходов. Это вот самое главное, это самый главный загрязнитель. И, в принципе, то, о чем говорят в обществе, что это не экологично. Мы считаем, что пришло время Казахстану использовать именно технологии передовые и значит, построить электростанцию. Почему? Потому что на самом деле сегодня мы больше имеем загрязнения от выработки электроэнергии в наших ТЭЦ с использованием ископаемого топлива, как уголь. И понятно, что сегодня, говоря об альтернативных источниках энергии, как вода, использование воды, солнца, ветра, то уже в других развитых странах атомные электростанции ставят в один ряд с этими экологичными технологиями и ввиду отсутствия выбросов СО2. А сегодня вы знаете, что планете Земля грозит большая угроза. Это угроза глобального потепления ввиду увеличения, или, скажем так, ввиду больших выбросов, больших объемов выбросов СО2. И в этом вопросе, конечно, и Казахстан задействован в исполнении каких-то больших таких глобальных обязательств. У нас есть и стратегические документы на национальном уровне, как стратегия углеродной нейтральности до 60-го года, где мы также сегодня предполагаем снижение выбросов СО2 и метана. Поэтому в любом случае мы видим, что сегодня АЭС – это экологичные технологии. В своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал, что АЭС планирует построить в поселке Ультен Алматинской области на Балхаше. Все мы прекрасно знаем, что для эксплуатации АЭС нужно много воды. Как это отразится на озере? Ну, скажу так, наверное, не наверное, а точно, выбор места не случайен. В этом вопросе участвовали в изучении данного вопроса, изучали ученые различных отраслей. И, конечно, те предложения, которые сегодня берутся за основу, что однозначно строительство АЭС на Балхаше, оно как бы не вредит, скажем, экологии данного водоема, есть веские как бы аргументы науки. Поэтому это одно. И мы считаем, с точки зрения вопроса экологии, учитывая высокотехнологичность, абсолютно нет никакой угрозы нанесения ущерба экологии бассейна, скажем, данного водоема и рек, которые находятся в этом регионе и являются притоками данного водоема. Вы, как эксперт в области экологии, уточните свою позицию. Нужна ли АЭС Казахстану?
Безусловно, она нужна. Я думаю, что мы все понимаем, что рост экономики, оно обеспечивается многими показателями, в том числе и энергообеспеченностью. И сегодня мы видим, что то историческое наследие, которое у нас сегодня имеется, это старые, абсолютно нетехнологичные производства электроэнергии, оно не дает такой возможности. И только вот такие технологичные, когда мы можем получить генерирование электроэнергии в хороших объемах, мы и, соответственно, экологичных, мы обеспечим устойчивое развитие страны. Спасибо, Ерлан Нуралиевич, что нашли время ответить на наши вопросы. Желаем вам удачи в вашей дальнейшей работе. Спасибо. К другим событиям дня радостное событие в Павлодаре. 288 человек отметили здесь новоселье. Дождались своей очереди на жилье дети-сироты, многодетные и неполные семьи. Аким области Асаин Байханов лично вручил ключи. Разделил радость с земляками и наш корреспондент Оскар Кабеденов. Одна из счастливых обладательниц квартиры Махаббат Жунусова говорит, эмоции переполняют, поэтому сложно подобрать слова. Я ждала в очереди 9 лет. И, как говорится, я не ждала, что получу так это быстро. Когда вставала на очередь, было 5590 какая-то была. Но я думала, это впереди, лет так через 15, ладно, думаю, подождем, дети пока растут. Ну и вот, 9 лет прошло, мне позвонили, что завтра на вручение ключ квартиры. Рахмет, я получила. Такого масштабного новоселья в Павлодаре не было давно, поэтому событие важное, особенно для 288 человек, которые ждали много лет. Некоторые стояли в очереди 19 лет, за что глава региона извинился и пообещал, что сдавать квадратные метры из года в год будут все быстрее. Для нас это очень важный день, потому что за последние 10 лет количество квартир, которые сдавалось, меньше, чем мы сдали за последние 12 месяцев. Вы это прекрасно знаете, потому что очередь по 5 категориям очень слабо двигалась. Между тем, до конца года в Павлодаре сдадут еще порядка 200 квартир, а в 2025-м 500. Не забывают и про социальную инфраструктуру. В новом микрорайоне Достык строится школа на 1200 мест. Будет открыт мини-центр для детей. В планах строительство поликлиники, ледовой арены, концертного зала и мечети. Оскар Кабеденов, Алексей Миницкий, Жибек Жолы, Павлодар. Тем временем Казахстан расположился на 24-м месте в мировом рейтинге электронных правительств. Об этом в эксклюзивном интервью нашему каналу рассказал глава Минцифры Жаслан Мадиев. Министр подчеркнул, такой показатель стал лучшим у страны за всю историю участия в рейтинге ООН. Республика улучшила свою позицию на 4 пункта по сравнению с предыдущим отчетом. При этом наша страна продолжает лидировать среди государств СНГ, опережая Россию, Армению, Узбекистан и Азербайджан. Этот показатель свидетельствует о высоком уровне развития цифрового управления в стране, о ее устойчивом движении полной цифровизации государственных услуг. У нас сегодня более 90% государственных услуг доступно в онлайн-формате, поэтому хочу отметить, что рейтинг ООН оценил это по достоинству, и в рамках этого рейтинга есть 3 ключевых аспекта, которые они анализируют. Это развитие электронных услуг, то есть как раз-таки те услуги в онлайн-формате, человеческий капитал, его развитие и развитие телекоммуникационной инфраструктуры. По всем этим параметрам было хорошее продвижение. Для Казахстана это один из вообще лучших результатов за всю историю участия в рейтинге. Страна вошла в группу государств с очень высоким индексом развития электронного правительства, опередив многие крупные страны, такие как Франция, Китай, Канада. Более того, Казахстан также находится в топ-10 стран по индексу онлайн-услуг. Это подчеркивает соответствующее лидерство его в этой области. При этом останавливаться на достигнутом Казахстан не намерен. Развитие электронного правительства продолжится с ориентиром на передовые страны, возглавившие рейтинг, такие как Сингапур и Южная Корея. Поэтому искусственный интеллект продолжает внедрять в работу ЕГОВ, подчеркнул министр. Это позволит оказывать пользователям не только помощь в получении различных госуслуг, но и вообще базовую консультационную поддержку именно в жизненных ситуациях. У нас сегодня определены
более 150 жизненных ситуаций, и вокруг них мы уже строим такие проактивные госуслуги. В планах настройка этих процессов, реинжиниринг процессов для интуитивного взаимодействия. И вот когда система автоматически предлагает рекомендации и подсказки. Например, напоминает о необходимости обновления документов с истекающим сроком действия. То есть это такая проактивная госуслуга. Человеку не надо отслеживать сроки, когда документы истекают и так далее. Мы хотим, чтобы уже система автоматом подсказывала человеку заблаговременно. Вот. При всех наших достижениях, конечно, мы будем дальше стремиться оцифровать все большее количество государственных услуг, делая их получение более быстрым, простым, понятным для пользователей. Инструменты искусственного интеллекта и более глубокая интеграция с государственными органами должны этому содействовать. В эфире «Новое время». Изменение климата в Казахстане происходит быстрее, чем предполагалось. Об этом говорят эксперты ЮНИСЕФ. По их мнению, нам требуется правовое регулирование, направленное на сокращение объемов вредных выбросов и сохранение водных ресурсов. Помимо этого, необходимо преподавать основы экологической культуры. 55% детей в стране так или иначе затронула нехватка воды. 84% детей ощущают последствия сильной жары. 76% детей находятся в зоне повышенного загрязнения воздуха. Поэтому нужно принимать комплексные меры по улучшению условий, в частности, соответствующие законы. Они должны быть точечными, и их нужно принимать правильно, учитывая все факторы. Кроме того, каждые 10 лет средняя температура воздуха в Казахстане увеличивается на 1,3 градуса. Эксперт считает, что даже локальные условия по борьбе с изменениями климата вносят существенный вклад в решение глобальных задач. С начала доиндустриальной эпохи глобальная температура повысилась примерно на 1,1 градуса Цельсия, а к 2030 году нас ждет ее катастрофическое повышение на 1,5 градуса. В ряде регионов мы наблюдаем увеличение количества аномально жарких дней с температурой выше 35 градусов. Между тем, Европарламент в срочном порядке обсудит ситуацию с наводнениями в Центральной и Восточной Европе. В частности, его члены определят ущерб, нанесенный приходом большой воды, а также оценят готовность стран Европы действовать в ответ на такие катастрофы. Например, уже точно известно, что убытки от наводнений, опустошивших юг Польши, составят миллиарды долларов. Теперь страна ожидает выделения средств на расширение инфраструктуры по борьбе с наводнениями. Напомню, непогода в ряде европейских стран связана со штормом Борис. И, к сожалению, есть человеческие жертвы. Казахстан пережил самый настоящий туристический бум за первые недели сентября. Об этом сообщили в Минтуризме, подводя итоги 5-х всемирных игр кочевников и концертов Димаша. Если смотреть на цифры, то с 1 по 13 сентября в страну приехали и прилетели почти 600 тысяч иностранных туристов из 89 стран. Больше всего, как выяснилось, прибыло туристов из Китая – 33 тысячи человек, Индии – свыше 6 тысяч, Германии – более 4 тысяч и Соединенных Штатов – около 2 тысяч. Кроме того, к нам приехали туристы из Узбекистана, Турции, Кыргызстана, Южной Кореи. Суммарно зарубежные гости оставили нашей экономике 16 миллионов долларов. Популярностью среди них пользовались монумент Астана-Байтерек, Национальный музей, а также павильон Нур-Алем. Минтуризм считает, что всемирные игры кочевников выполнили свою задачу, укрепили туристический имидж нашей страны. Выступление Димаша Кудайбергена в Астане стало еще одной из причин повышенного интереса со стороны туристов. И несмотря на то, что уже прошло несколько дней после концерта, в соцсетях его незабываемое шоу по-прежнему топ-тема. Яркая театрализованная постановка, мощный вокал и невероятный артистизм. Десятки тысяч человек остались в восторге от увиденного и услышанного. Пользователи сетей также восхитились человечностью Димаша. Прямо посреди выступления он спас мобилографа от падения со сцены. Перед своими концертами в Астане он дал интервью Евроньюсу, в котором рассказал, почему так гордится тем, что он казах.
Я очень горжусь тем, что я казах. Моя миссия – познакомить мир с культурой, песнями и традиционной музыкой нашей страны. Я выступал перед аудиториями в 20-30 тысяч человек по всему миру, в Нью-Йорке, Европе и Азии. И это стало возможным только благодаря поддержке моих поклонников. Сентябрьская суперлуния – еще одна тема, которая захватила казахстанцев. Всего несколько дней Луна находится на самой близкой к Земле точке, ведь Луна и Солнце встают на одну прямую, а Земля находится между ними. Это время, когда вечный спутник нашей планеты предстает перед нами во всей своей красе, завораживая и притягивая к себе. Сети заполнили сотни фотографий и видео с лунными пейзажами. Астрологи утверждают, что этот период коридора затмений для некоторых людей станет судьбоносным. Но большинство не верит в силу такого влияния Вселенной и говорят, что сами вершат свою судьбу. И на этом у меня все. В информационной студии сейчас находится мой коллега, политический обозреватель Газиз Абишев. Он готов поделиться своими мыслями о проекте закона МВД о профилактике нарушений.